Кто мы, нищие какие-то, оборванцы? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как обычные таджики страдают от глупого правительства. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. В Истиклоле, Табашар, живут пенсионеры, которые оказались в безвыходной ситуации. Они вышли на пенсию по вредности. Однако вредность в республике официально отменена, по крайней мере, им так ответили официально. И они уже несколько лет не могут получить своих кровно заработанных денег. Люди в отчаянии обращались в различные инстанции, выиграли судебный иск, согласно которому все задолженности обязан выплатить завод Нури Хавар. Но у завода нет денег, и дело стоит на месте. Завод «Заря Востока» был образован как филиал Алексинского химкомбината в январе 1968 года в городе Табашар. Он входил в комплекс предприятий атомной промышленности СССР и был крупнейший по Ленинабадской области. В основных цехах предприятия выпускалось урановое сырье, топливо для ракетных систем и прочая продукция военного назначения. Здесь было профилированное химическое производство, и помимо атомной промышленности в вспомогательных цехах производили изделия из резины, шланги, калоши, перчатки. Также был цех, который изготавливал оборудование для всех предприятий. Все эти цеха были вспомогательными, но относились к химической промышленности. Основная же деятельность завода заключалась в добыче урановой руды. Теперь завод аннулирован как урановый, и в данный момент его утилизация почти закончена. На этом заводе работало 1000 людей. После развала СССР многие специалисты уехали, а те, что остались, продолжили работать до самой пенсии и вышли на нее по вредности. Поначалу государство выплачивало им положенные деньги, однако в 2010 году вышло новое постановление, в котором говорилось о том, что вредных производств в Таджикистане больше нет. С этого момента выплатой пенсии по вредности обязали заниматься завод, который теперь называется Нури Хавар. У завода денег нет, он в долгах, а производятся там в данный момент только шланги из полимерных отходов и школьная форма. С 2017 года пенсионеры города Истиклол перестали получать деньги, а если и получают, то раз в 3-5 месяцев, да и то за 1 месяц. Задолженность завода перед пенсионерами постоянно растет, многие из них не в состоянии работать, а жить же как-то надо. Мы, пенсионеры, не хотим прям задушить этот завод, требуя, чтобы он выплатил нам всю сумму задолженности по пенсии сразу, но пусть хотя бы кто-то подумает о том, что мы пенсионеры, и нам надо как-то жить, говорит пенсионер Алишер Икрамов. Некоторых уже нет в живых, например, Сергей Дионищенко не дожил до сегодняшнего дня. А как вы относитесь к подобной ситуации? Ведь это одна из проблем, а на самом деле в Таджикистане их довольно много. Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Вредность, она ведь не дается просто так. Я в своем возрасте по 8 часов стою на ногах, дышу вредными парами и получаю всего 400-500 самани. Я сейчас работаю по договору, потому что мне нужны деньги, но я их не вижу, потому что и по договору их не платят вовремя. Задолженность завода мне по пенсии составляет 18 тысяч самани. В молодости я пришел туда работать учеником, а потом стал мастером. Изготавливал калоши, говорит Михаил Юдин. Я уже, конечно, вышел по возрасту на официальную пенсию и хотя бы получаю ее от государства, но по вредности завод мне остается должен. Конечно, пенсионеры не требуют выплаты всей задолженности и сразу, просто хотят, чтобы им платили ежемесячно положенные деньги, чтобы задолженность не росла, ведь не все из них могут работать. Некоторые из-за того, что работали на вредном производстве, уже настолько посадили свое здоровье, что у них нет просто возможности работать. Они даже не против, если бы долг завода перед ними был возложен производство. Пенсионеры много раз это предлагали. Пенопласт, полиэтилен, пластиковые бутылки. Все это можно перерабатывать, и деньги можно вернуть уже через год. Хотя не все пенсионеры верят, что им вообще могут вернуть эти деньги. Им, конечно же, обидно, ведь многие из них отдали заводу большую часть жизни. В счетной палате вопрос пенсионеров подымался, но так и остался нерешенным. Мэр города Истиклол пообещал, что обязует директора завода решить вопрос с выплатой задолженности по пенсии, но дело с мертвой точки, конечно же, не сдвинулось. Пенсионеры ходят по разным инстанциям, чтобы получить свои деньги хотя бы за 1 месяц, но зачастую это ни к чему не приводит. Они в тупике и не знают, что еще сделать и как выйти из этой ситуации, ведь надо что-то кушать и на что-то покупать лекарства и оплачивать коммунальные услуги, а денег на это все просто нет.
Нельзя относиться к людям как к мусору. Мы свое отработали. И что теперь, нас можно просто списать со счетов? Кто мы? Нищие какие-то, оборванцы. Почему мы должны постоянно ходить и выпрашивать свои кровно заработанные на вредном производстве деньги? Мы никому не нужны, ни государству, ни пенсионному фонду, ни заводу. А налоги с нас просят, за воду, за свет, за мусор тоже просят. А с чего отдавать? Откуда у нас доходы? Возмущается Алишер Икрамов. Завод Нурих Хавар, официальный приемник Зари Востока, готов платить, в принципе, эти деньги, но им нечем. Знаете, председатель области об этой проблеме знает, глава промышленности области тоже знает, прокуратура знает, суд знает, областное агентство по коррупции знает. Я сам уже морально устал от этого всего, ведь я всего лишь директор и не могу платить со своего личного кармана. Если бы деньги пришли, я бы давно их выплатил. Я тоже живой человек и все понимаю. Я сам обращался в суд, чтобы наконец арестовали счет завода и пришедшие деньги достались пенсионерам, а не заводу. Суд обещал это сделать в ближайшее время, говорит он. Арестовать счет было обещано еще в апреле, и сделать это должны были по исковому заявлению пенсионеров, как упоминалось выше. В таком случае, пока бы им не выплатить деньги по иску, счет бы никто не открыл. Затем пенсионеры снова могли бы подать исковое заявление в суд. Но ареста счета до сих пор не произошло, и пенсионеры получили свои пенсии всего лишь пару раз. В Истыклоле осталось всего 7 человек, которые еще должны получать пенсию от завода, а всем остальным, давно ушедшим и даже умершим, завод просто остался должен. Быть может, если люди с разных стран мира, не только с Таджикистана, узнают об этой ситуации, может, правительству станет стыдно, и они наконец-то разберутся с этой ситуацией и множество других ситуаций, в которых страдают таджики. Как вы думаете? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!